Добрый день, дорогие первоклашки! Приветствую вас на уроке обучения грамоте. Тема нашего урока – игры с парными согласными. Сегодня мы с вами через занимательные игры и задания закрепим знание правил написания парных согласных на конце слова. Итак, ребята, давайте повторим пройденный материал. Сейчас мы с вами поиграем в игру «Назови пару». Вы должны назвать парные согласные. Б – парное согласное. П. В. Ф. Г. К. Д. Т. З. С. И Ж. Ш. Хорошо, молодцы, ребята. Следующее задание. Внимательно послушайте стихотворение Валентины Волиной. Звук согласный проверяй, рядом гласный подставляй. Зуб на зубы, лед на льды, будешь грамотным и ты. Задание следующее. Вы должны, ребята, еще раз внимательно прочитать данное стихотворение и какое правило вы можете составить по этому стихотворению. Чтобы проверить парные согласные на конце слова, надо изменить слова так, чтобы после них стояло гласное. Например, зуб – зубы, глаз – глаза, рукав – рукава. Хорошо, ребята. Дальше работаем. Следующее задание. Нужно отгадать загадки. Слушаем внимательно загадки. Кто стоит на крепкой ножке в бурых листьях у дорожки? Стала шапкой из травы, нет под шапкой головы. Гриб. Так, ребята, какую согласную на конце слова мы напишем гриб? Так, если вы сомневаетесь, давайте подберем проверочное слово. Гриб, грибы. Значит, в слове гриб мы пишем буковку Б. Следующая загадка. Если хорошо заточен, все легко он режет очень. Хлеб, картошку, рыбу, мясо, свеклу, яблоки и масло. Нож, ребята. Нож. Давайте подберем проверочное слово. Ножи. Нож. Слышится звук Ш. Но давайте подберем проверочное слово. Ножи. Мы четко услышали звук Ж. Значит, в слове нож надо в конце слова написать буковку Ж. Следующая загадка. Просыпается весной, а зимой под снежный вой. Спит в избушке снеговой. Кто это? Это медведь. Медведь. Проверочное слово медведи. Медведи. В слове медведь пишем буковку Д. Медведь. Д. С мягким знаком. Следующая загадка. Чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Я по рельсам лечу. Это у нас поезд. Поезд. Проверочное слово, ребята. Поезда. Мы четко услышали звук Д. Значит, в слове поезд нужно написать, пишем буковку Д. Поезд. А теперь, ребята, давайте отгадаем кроссворд. Нужно нам, ребята, в каждую графу вставить нужные слова. И эти все слова оканчиваются на парные согласные. Итак, первое. Прибор для глажения. Что это у нас? Утюг. Следующее. Водоем. Как по-другому еще можем назвать водоем? Пруд. Пруд. 12 месяцев
составляет год. 12 месяцев, ребята, составляет год. Орган зрения – глаз. Птица – стриж. Куча снега – сугроб. Обувь – сапог. Помещение для машин – гараж. Ребята, давайте еще раз внимательно прочитаем, послушаем и прочитаем эти слова. Утюг, пруд, год, глаз, стриж, сугроб, сапог и гараж. Что вы заметили? Вы, наверное, заметили, что во всех этих словах на конце слова эти звонкие согласные оглушаются. Поэтому вместо этих согласных мы слышим другую парную, глухую согласную. Но мы с вами знаем правило, чтобы проверить парную согласную, мы должны после согласных подставить гласную, чтобы проверить правописание этих слов. Утюг, проверочное слово утюги. Пруд, пруды. Год, года. Глаз, глаза. Стриж, стрижи. Сугроб, сугробы. Сапог, сапоги. Гараж, гаражи. А теперь, ребята, мы с вами поработаем самостоятельно. Вам нужно, ребята, прочитать текст, вставить пропущенные буквы и найти проверочные слова. Давайте проверим. Вот царь зверей могучий лев, а тут жираф, он с длинной шеей. Ушастый еж, огромный морж. Медведь, красавец, смотрит вниз. Там потянулся сладко лис, ревет большущий бегемот. И белый лебедь там плывет, и лось рогатый здесь лежит. Верблюд идет на водопой, вот зоопарк у нас какой. А теперь, ребята, давайте проверим, какие буквы вы вставили и проверочные слова. Итак, ребята, давайте проверим. Лев, проверочное слово львы. Жираф, жирафы. Еж, ежи. Морж, моржи. Медведь, медведи. Бегемот, бегемоты. Лебедь, лебеди. Лось, лоси. Верблюд, верблюды. Ребята, это все вам нужно записать в тетради и запомнить. Значит, сегодня мы с вами, ребята, на уроке повторили правописание парных согласных на конце слова. Чтобы правильно написать парную согласную на конце слова, нужно после согласных подставить гласный. И тогда мы четко услышим, какую букву нужно написать в конце слова. Сегодня, ребята, мы с вами отлично поработали. Молодцы, спасибо за урок.